сейчас можно сделать и с татарской архитектурой. То есть, используя все мировые достижения, чьи бы они ни были, может быть, мусульманские, может быть, американские, может быть, российские, имея столь богатую и представительную собственную архитектурную традицию, просто, значит, ее как бы поженить, эти две линии, и создать собственный национальный стиль, который достойно представить и нашу культуру, и, собственно говоря, наш менталитет тоже. Памятникой связано с Екатериной II. Надо это нам или не нужно? А нужно ли вызывать этот конфликт в установке памятника? Тоже большой вопрос. Я думаю, общественные слушания в этом отношении как-то могут разъяснять эту проблему. Хотелось бы, чтобы знали, что именно не Екатерине. И мне жаль, что прежде чем обсуждать это все в соцсетях, проводить какие-то опросы, выступать, все-таки позвонили бы нам и уточнили. Екатерина II впервые после Ивана Грозного разрешила открытие мечети не только в Татарстане, по-моему, и в ряде других регионов, где мусульмане были. Поэтому, если будет текст этого указа, вернее, выдержки из текста этого указа, это хорошее воспитательное воздействие будет. Потому что с татарами сейчас не только Москва не хочет возиться, наши тоже властители тоже особо не хотят возиться. Ну, по городу проблема откатов на первом плане. Куда там до татарской символики? Уничтожила крымское государство и начала геноцид крымских татар. Вот в этот момент именно сейчас мы начнем Екатерину хвалить за что-то, да? А я уж не говорю про то, что был геноцид ногайского народа, когда 750 тысяч ногайцев были уничтожены. Это гигантское население, да, там миллион с лишним человек, да, и фактически вырезали, да, по указу Екатерины. И она была вынуждена, скрипя сердцем, это было сделано. Поймите, это не от ее какой-то там подарок был. То есть исторически надо грамотно смотреть на эти материалы.